городе Ош с начала месяца Рамазана открылся рынок Ифтар. На этом базаре продаются готовые блюда из мяса. Такие деликатесы, как чучук и козы, салаты, выпечка и сладости. Все домашнее. Тут же продавцы могут пожарить мясо и рыбу на выбор. Однако специалисты Санэпиднадзора такие виды предпринимательства не одобряют. Рынок, считают они, не отвечает санитарным нормам и предлагают его закрыть, опасаясь случаев массового отравления. Пусть приходят каждый день, проверяют качество товаров. Мы готовы приобрести все необходимые разрешительные документы. Заверяем, что готовим исключительно из свежих продуктов. Готовим понемногу, потому что уже знаем, сколько сможем реализовать. Поэтому ничего на следующий день из сегодняшней партии не оставляем. За качество продуктов можно не беспокоиться. Если есть нарекания по торговой территории, то пускай нам создадут рынок. Ведь всего 1 месяц в году работает такой базар. Это наш шанс подзаработать. Между тем, даже невооруженным взглядом видно, что на рынке антисанитария. Что говорить, ведь торговые прилавки стоят прямо вдоль трассы, ведущей в аэропорт. Движение автомобилей здесь активное. Ни холодильников, ни закрытых стеклянных прилавков, естественно, нет. Но люди, несмотря на риск своему здоровью, верят на слово торговцам и покупают еду. Органы местного самоуправления сегодня в который раз в попытке убедить продавцов уговаривают их прекратить стихийную торговлю. Мы, конечно, не хотим людей лишать заработка, просто хотим объяснить, что на базаре неподходящие условия. Они не отвечают санитарным нормам. Сейчас еще прохладно, но скоро начнется знойная жара. А ведь здесь все открыто. Здесь же жарится и варится. Пища, приготовленная в таких условиях, очень опасна для здоровья людей. Мы просим их реализовывать свою продукцию в соответствующем помещении с использованием холодильного оборудования, но не здесь, на обочине дороги. Специалистами были взяты пробы 63 блюд. Для проведения анализа на качество и безопасность их направили в лабораторию. Результаты будут готовы через 3 дня. Мы пока ждем результаты анализов, но, судя по данным прошлых лет, в готовых продуктах, как правило, обнаруживаются опасные бактерии. Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к горожанам, а также гостям столицы. Во избежание риска получить тяжелое отравление, не покупайте на ифтар-базаре ничего из продуктов. Каждого продавца этого базара специалисты санитарного надзора взяли на контроль. В случае, если после получения предписания прекратить торговлю, продавцы его проигнорируют, на нарушителей будут наложены штрафы в размере от 1 до 10 тысяч сомов. Денежное наказание может грозить и сотрудникам территориальных советов, а также квартальным комитетам этого района за неисполнение своих обязанностей. Попросту за то, что не проследили и не содействовали решению официального органа Санэпиднадзора. Гульжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.